Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 21. Совершенно секретно. Материться нас научили венгры. Не только тюркские, но и финские языки лежат в основе русского языка. Финские языки – это окающие языки. И этот окающий акцент сразу выдает любого финно-угра, на каком бы языке он ни говорил – на русском, английском или немецком. Оканье создается специфической мелодией языка, выделяющей удар на звук «о» – мелодика причитания. Когда комики, русские бабки или персонажи якобы исторических фильмов об истории Руси усиленно окают, тем самым они не свою русскость показывают, а финскость. Оканье – это и есть акцент эрзи, коми и прочих финнов, говорящих на русском языке. И эти особенности чрезвычайно сильно выражены и в русском языке. Следует добавить и то обстоятельство, что так называемые русские маты – это именно финно-угорские маты. Забавный факт. В современных заповедях российских казаков сказано: «Знай, мат еще в XIII веке придумали враги русского народа для оскорбления наших матерей и веры». Это неправда, так как маты изобрели славянизированные финны Московии, и притом задолго до XIII века. В Европе единственным народом, употребляющим в речи маты, являлись венгры. Они ушли с Волги в Центральную Европу задолго до нашествия татар и до крещения местных народов. Матерные выражения употребляли только финно-угры или, возможно, одни угры. Угры Волга-Камья, а также выходцы оттуда венгры. Предположительно, еще и болгары, которые раньше жили в том же регионе ниже Казани. Как считают исследователи вопроса, маты сформировались в финно-угорской либо чисто угорской среде еще в период первобытного общества. Они служили вовсе не оскорблением, а выражением доминирования. Точно так же у обезьян и дикарей показ половых органов либо имитация соития означает демонстрацию своего превосходства в социальной иерархии. Следует добавить, что маты найдены и на берестяных грамотах Новгорода XI-XII веков, написанных местной чудью, то есть финнами. Так что враги русского народа, в скобках, конечно, враги русского народа, не виноваты. Маты – местное изобретение. Совершенно секретно. В XII веке русские знали один из диалектов тюркского языка. Тюркских слов полно не только в персидском, их полным-полно во всех западноевропейских языках, на китайском, корейском, даже на японском. Олжас Сулейменов. Открою большой секрет. Россия всегда была многоязычной. Естественно, не только финно-угорской, в том числе и татарско-тюркской. В этом была сила и величие этого государства. И Киевская Русь была многоязычной, в том числе и более тюркской. Перед людьми стоит толстая и старенькая ширма. Ширма от тюркско-татарского «эшерме» – ширма исторической дезинформации. Хе-хе. Жить в России и знать один из диалектов тюркского языка – татарский, башкирский, якутский, чувашский, хакасский, крымско-татарский, кумыкский, карачаево-балкарский, казахский, узбекский, каракалпакский, киргизский, туркменский, азербайджанский
и любой другой тюркский язык еще никому не мешало. Хоть имели бы тогда некоторое представление о том, откуда ноги растут. Действительность такова, что даже современные русские ученые-лингвисты не понимают этой азбучной истины. Ни один из них вплотную не изучал и даже маломальски не интересовался тюркскими языками. Между прочим, отказаться от истории тюркских народов, отказаться от изучения тюркско-татарского языка означает не что иное, как отказаться вообще от истории России и своего настоящего прошлого. Мы сегодня идем по этому пути, с чем вас и поздравляем. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.